Дорогие друзья, ваши аплодисменты я воспринимаю как поручение. А теперь к делу. Дело в том, что вчера было некоторое количество дискуссий и выступлений у нас тут уже. И я поразился, что так часто употребляются слова «истина» и «правда». Я почувствовал, что я, написавший эту статью несколько раньше, попадаю в какую-то странную ситуацию, где нужно отвечать на вопросы, на которые у меня нет ответов. Вот с этими вопросами я обращаюсь к вам, хотя ответов нет ни у меня, ни, может быть, даже и у вас. Истина и правда. Не надо было сопротивляться. Если бы Гитлер победил, он накормил бы нас немецкими колбасками. Не знаю, чего было больше в этом суждении. Наглости, если это шутка, или глупости, если не шутка. Но по степени наглости и глупости оно держит рекорд в меню, ради коего сегодня выворачивается туда или сюда история Великой Отечественной войны, да и Второй мировой войны в целом, если смотреть шире. Реагировать на такие блюда, которых предостаточно в нынешней исторической беллетристике и публицистике, надо жестко, но тихо, не делая из этого сенсации или скандала, потому что именно на сенсацию и на скандал такие рецепты рассчитаны. Еще более интересные аспекты разноречивой памяти о прошедших над всеми нами исторических бурях. Но чтобы отнестись к этому объективно, надо осознать разницу между такими феноменами бытия, как истина и правда. Это разные вещи, хотя иногда и сращиваются в кентавр вроде правды истины, в противовес правде справедливости. Хотя какая может быть правда вне справедливости? Язык изменчив, да реалии прочны. Давайте различать истину и правду. Истина – изначальный и конечный порядок бытия, неуловимый в истоке и неисчерпаемый до конца, но магически притягивающий нас всех, с какого бы края мы к истине не пробивались. А пробиваемся мы все с тем, что есть у каждого, с правдой. Она у каждого своя, очевидная и неотменимая. Истина одна, правд много. Истина неисчерпаема и до конца непознаваема. Правда исчерпывает данный аспект бытия и исчерпывается им в ходе жизни, познается в ходе судьбы, в ходе борьбы за справедливость, которая прячется где-то в тайне истины. Истина – общее достояние, никому не отданное до конца. Правда дана каждому, кто согласен взять и держаться до конца. Как видится мировая трагедия, Вторая мировая, она и поближе, и пострашнее, с точки зрения правды ее вольным или невольным участникам. Подождем пока с глобальными идеями, которые этих участников развели, а потом собрали под знаменами таких общезначимых концепций, как коммунизм и нацизм. Как должна восприниматься война, ну, скажем, таким народом, как румыны? Беру что-то близкое к нейтралу, отличное от таких участников, как сербы или хорваты, четко вставшие на ту или эту сторону. Румыны, которых никто не приговаривал к уничтожению, как приговорили цыган и евреев, которых много жило среди румын, но румыны в их уничтожении прямо не участвовали, в отличие от некоторых балтийцев. А тут что? А тут нефть, нужная и немецкой армии, и советской. Румыны – заложники нефти, как эпоху спустя, заложниками полезных ископаемых попыталась назначить нас госпожа Олбрайт,
ставшая американкой, чешская еврейка, спасенная от гитлеровцев нашей советской армией. «У кого ископаемых много, — заметила она, — надо делиться». Как происходит дележка, и было продемонстрировано историей в век мировых войн. Когда началась первая империалистическая, моему отцу было 10 лет. Когда началась вторая, Великая Отечественная, ему было 37. На первую отец не поспел, на вторую поспел. Записался добровольцем и ушел в невероятном возбуждении, пообещав через неделю прислать из Берлина телеграмму о нашей победе. Телеграммы не прислал. Пропал без вести. Поняв, что мы с матерью вестей не дождемся, я отца оплакал, а, войдя в его возраст, как мог, восстановил в реальности. Написал о нем книгу во всех деталях той правды, которая привела его к гибели. Мне в начале войны было 7, в момент победы 11. Я наследник отцовской правды. Я осознанно и неуклонно эту его правду держу в сознании. Я отдаю тебе отчет, что эта правда одна из бесчисленных правд о войне, к истине, о которой другие идут своими путями. Что до истины, то она остается в моем сознании безответным вопросом, почему все это оказалось возможно, почему все это оказалось возможно. Эти кровавые бойни, гробившие людей сотнями миллионов, эти беды, сделавшие проклятым 20 век, который при начале своем сулил такие непочатые края счастья, что случилось с человечеством в этот страшный 20 век? У меня нет ответа на этот проклятый вопрос. У меня уже не будет на него ответа. Я так и умру, не зная, что убило моего отца, зачем это случилось с людьми, что за безумие прошло над землей, что за приступ смертельный выпал им и за что. Я уйду, держась за свою правду, а истина будет маячить сквозь мрак могил, кладбищ, расстрельных рвов, эсэсовских душегубок, зон ГУЛАГа, безжалостных приговоров и круговых доносов. Какой-то фатальный ступор неизбежности за всем этим есть. И все-таки я хочу понять, почему. Как получилось, что два великих народа, внесшие каждый свой вклад в мировую культуру, схлестнулись насмерть. Дважды, как мне с этим смириться, если мой любимый философ немец Кант, мой любимый писатель Томас Манн, любимые композиторы Бах и Бетховен. Как мне примириться с мыслью, что немцы, народ легендарный по общепризнанной разумности, дважды начинали мировые войны? Они что, сошли с ума и были уверены, что это мы сошли с ума? Зачем все это случилось с человечеством? Может, то, что необъяснимо в масштабах века, обнажить свою истинность в масштабах тысячелетий? Была ведь мудрость древних, культ гармонии, твердость принципов и пределов отброшена, прокинута во тьму средних веков с их верой в потустороннее, которое реальнее очевидного, о возрождении просвещения, саму эту тьму потустороннюю не вернули ли к свету? Так что же забрежило на гребне нового времени, когда и американский искус вкусило человечество, и опыт имперских сообществ стал иссякать? Для американского варианта «встань и иди, ты сам творец своего счастья» требовалось пространство. В Европе его не было,
А в Азии азиатское пространство собралось в японский кулак. На него и напоролась Россия, когда собралась встать и идти. Куда? Тут два варианта забрежило среди развалин старых империй. Один германский. Работать всем так, как умеют работать только немцы, не способных уничтожить. Другой вариант – евразийский, русско-славянский, изначально интернациональный, без такой смертельной деловитости, но с размахом в неопределенное светлое будущее, с отмашкой в русскую всеотзывчивость, где тысячелетняя благодать обещала спасать от жесткой законопослушности. В ходе кровавых мировых войн человечество мучительно склонилось ко второму варианту. На какое-то историческое мгновение этот вариант показался окончательно спасительным. Конец предыстории. Так завершился этот сюжет в марксизме. Но не начинается ли теперь очередной акт этой бесконечной драмы истории? Все это написано до украинских событий, но незадолго до них. Не начинается ли теперь очередной акт этой бесконечной драмы истории? Не только Россия, едва выбравшаяся из-под развалин Советского Союза, чувствует переходную неопределенность подступающего исторического этапа. Эту переходность ощущается как мировая стадия развития человечества. Выбор глобального пути происходит на непредсказуемо меняющемся полиэтническом фоне, уже не в традиционном сюжете Запад-Восток, а в обозначившемся заново сюжете Юг-Север. Давление Юга по всему миру. В Америке с мексиканского юга через границу штатов. В Штатах с желтого и черного краев на сжимающийся белый центр. Чем это давление обернется, каким коктейлем политкорректности, не угадать. Но мы еще дождемся, мы увидим, чем это все обернется. Пробуждается к новому движению и юг евразийского континента. Арабы во Франции, турки в Германии и в России давление агрессивное кавказское и мирное таджикское. Баланс мировых религий колеблется, тысячелетняя паства с тревогой озирается на очнувшийся ислам. Удастся ли ему вклиниться в щели слабеющих мировых сообществ, то ли подхватив, то ли потеснив традиционные имперские системы? Слово «имперские» я употребляю со страхом и трепетом. Дорого оно стоило истории. Но прав великий философ Григорий Померанц. Все великие культуры, писал он, осуществлялись в контексте великих империй. Добавлю, при условии сопротивления личностей колоссальному прессингу со стороны имперских структур. Я ставлю ударение «имперский» вослед Николаю II. Он только так произносил это слово. Нам было привычнее «имперский». Так вот, гитлеризм и сталинизм – варианты имперского выбора. Будет ли выбор будущего таким же кровавым, или человечество предпочтет мультиэтническое сосуществование, опыт которого был век назад поставлен по итогам Первой мировой войны, Европа национальных отечеств, а потом растоптан гитлеровцами? Немецкие антифашисты теперь не выходят на демонстрации 8 мая, тихо сидят в кафе, отмечая праздник, оплаченный их же кровью, а по улицам демонстрируют свое единство другие немцы, их внуки и правнуки. Что демонстрируют? Германскую правду, которая была стреножена, обуздана и запряжена в оголтелую правду гитлеризма, а теперь рвется осознать себя заново. А мы в России не пробуем ли растреножить русскую правду, которая была впряжена в правду советскую? Для этого нам надо извлечь Сталина из праздника Победы,
да еще и откупиться от генерала Власова, который, борясь против Сталина, перешел под знамена Гитлера. Генералы немецкие его использовали, но Гитлер не принял. Раз изменил Власов России, значит, изменит и Германии. В корень смотрел фюрер. Да ведь и наш генсек зрел в тот же корень, когда впрягал Пугачева и Суворова в одну телегу, в одну боевую арт-установку. А Европа-то думала, когда Пугачев восстал, а Суворов за ним еще не погнался, что это восстание татар против русской власти. А русскую власть прочно отстаивала тогда обрусевшая немка, взлетевшая на царский престол на русских гвардейских плечах. Вот и ищите истину во всех этих правдах. Где окажется нынешняя Россия по ходу, именно по ходу, а не в результате начавшейся мировой перестройки? Какой вариант государственного бытия примет народ, хорошо, если без кровавых разборок? Сумма национальных, региональных сообществ с твердыми границами, тогда чистота этнического самоощущения получит привкус незыблемой истины, а лозунг «Россия для русских» обнажит свою правду. Или реализуется вариант многовекового полиэтнического союза, в условиях которого зародилась русская нация из славян, финнов, тюрок и еще 12 племен. И выросла великая русская культура усилиями обрусевших гениев. От Эфиопа Пушкина до еврея Пастернака и от татарина Тургенева до татарина же Карамзина. Слушайтесь фамилию, это же Карамурзин в древнем корне. Осознанно и твердо говорю, такая русская правда, интернациональная, это моя правда. Я преклоняюсь перед великой германской культурой, но мое ощущение Великой Отечественной войны не терпит привкуса баварских колбасок. Я поделился с вами мыслями, которые с тех пор, я около года назад это написал, еще и подкрепилось в своем отчаянии, когда на Украине началось вот это очередной спор славян между собой. Как с этим примириться? Что с этим делать? И каково будущее? Вот что я хотел вам рассказать. И теперь скажите, хотите ли вы подхватить эту тему вопросами или суждениями, или хотите, чтобы я еще вам немножко почитал? Еще почитать? Ну, я польщен вашим вниманием, и как всякий нормальный графоман, попробую. Следующий этюд, он короче будет. Это этюд в том жанре, в котором я сейчас работаю. Я в 3 редакциях, постоянный обозреватель. И в каждом из 12 номеров этих журналов «Дружба народов», «Родина» и «Юность» появляется короткий этюд, один из которых я сейчас вам прочту. «Плавильный котел» вроде бы издалека доносится до нас эхо через океан из Америки, но вдруг всплывает в российской газете в отклике критика Павла Басинского на роман прозаика Михаила Кураева. Вот в таком боевом духе. «Не надо нам плавильного котла, а он у нас есть». Само это выражение «плавильный котел» столетней давности восходит вроде бы к детективщику, который обогатил британскую беллетристику жанром убийства в запертой комнате, а тут выскочил на такой простор, возмечтал о плавильном котле. Почему? Потому что хотел стереть свое еврейско-польское происхождение и сойти за полноценного англичанина. И котел показался ему лучшим выходом, потому что в нем национальности могут перевариваться в нечто небывалое, в американцев, например. Так вроде бы там дело и происходит так вот. Хотя в котле продолжаются по сей день распри белого, черного и желтого, если брать Америку. У нас в России и в Советском Союзе в ходу был другой образ. Не плавильный котел, а многожильный провод. То есть, соединяясь в многонациональное целое,
Отдельные этносы не теряют своего лица, хранят и берегут его. Правда, тут свои беды, например, короткое замыкание. А если провод гнуть извне, то иные нити и разлетаются. Полураспад СССР у всех на памяти. И все же многожильный провод, по моим убеждениям, спасение наций от плавки. В котле-то ведь противоречия не исчезают, исчезают только лица. Но разве нынешние нации и сверхнации не выплавлялись в котлах? Разве 1000 лет назад не появились русские, как совершенно новый народ из славян, тюрок и финнов? Да, на тысячелетних путях истории народы выплавляются заново. Но выплавленные не застывают на месте, в нем перекликаются неумершие национальные души. Жизнь меняется, ох, как меняется, и котлы меняются. Многожильный провод – ответ этим неизбежным бесконечным переменам и шанс личности осуществиться. Ну, скажем, рождается человек в национально неповторимой точке, в Тыве, например. Учится, если останется там, станет строителем родной культуры. Выбирает другое, путь строителя на всероссийских объектах, едет в областной центр, потом в столицу, учится и работает блестяще, идет вверх, вверх и становится, в конце концов, министром чрезвычайных ситуаций, потом министром обороны из Тывы. Вопрос, жертвует ли он своим тывинским своеобразием. Если и жертвует, то в очень малой степени, а просто добавляет к своему таланту всероссийский масштаб. А главное, тут его выбор, его решение, его свободно избранный путь. Никто не понуждает и никто не препятствует. Ну, а роман «Саамский заговор» Михаила Кураева тут при чем? При том, что уже лет 20 автор «Капитана Дикштейна», когда-то пошатнувший в нас веру в однозначность кронштадтского мятежа и революционной эпохи в целом, остается в центре читательского внимания. Новые его произведения вызывают острый интерес. Роман «Саамский заговор», изданный в Иркутске преемниками Сапронова, в высшей степени достоин такого интереса. Дело происходит в Карелии, в ежовские времена. Органы бдят, ищут предателя вокруг себя и в своем составе. Лавозерский ГПУшник проявляет инициативу и в самозабвенном экстазе выдумывает, клепает и изобличает заговор, который будто бы имеет целью захват власти и отторжение земель Советского Союза. От Кольского полуострова до Урала. И это вредительство предполагается силами народа саамов. Не хочу касаться народов Коми, Зырянского и Коми Пермякского. Но говорят, что в КГБ были и такие провокационные планы приписать им такую идею, объединить два этих народа, между которыми столько расстояния. Я не буду сейчас этого касаться, но в сущности у Кураева выясняется, выплавляется и взвешивается та самая проблема. Что нам строить? Плавильный котел или что-то другое? Так вот, саами числились они в атласах моей молодости. Кураев разворачивает склонение и окончательно задвигает кличку Лапари, данную этому народу финнами. А суть кураевского сюжета – идиотизм следователя, который варганит дело. Этих саамов всего-то 1500, и кроме оленей им ничего не надо. Поняв смехотворность дела, начальники доброхота следователя разжалуют и, естественно, упекают, а выдуманное дело скидывают то ли в мусорник, то ли в архив. Так было в реальности. В архиве Кураев и натыкается на эти обрывки и сочиняет повествование, которое по формулировке издателей может быть отнесено к историческим. Не знаю, может быть отнесено, а может и не быть. Потому что неизвестно, сколько там документов, пусть и дурацких, а сколько беллетристического, тонкого, ироничного, но все-таки вымысла кураевского. Характер саамов у Кураева в этом противостоянии идиотизму, полюс естественной доброжелательности, наивной честности и первозданного простодушия.
Беречь надо это чудо, уникальное на путях непрерывно меняющегося в своем остервенении человечества. Дальнейший народ в истории человечества, древнейший народ в истории человечества, чудом избежавший плавильных котлов. Теперь я процитирую из романа Кураева, как литературный критик переводит, теперь немножко выступаю. Я процитирую из Кураева фрагмент, раскрывающий всю его историко-культурное кредо. «Начинаешь ощущать себя человеком, — пишет он, — чудом очутившимся в незапамятных временах тысячелетней давности. Сколько сотен лет служили такие же вежи, лодочки, скрепленные без единого гвоздя, одними оленьими жилами, тоже сотни лет служили для передвижения на оленях, оленьими жилами испокон веку сшивались и просмоленные тоборки, легкие, с загнутыми вверх носами, для удобства ходьбы по камням. Лавозерского Саама не узнаешь по тоборкам, разве он наденет подмотанные у щиколоток каньги мотовских лопарей. Извините, я оставляю все его вот эти вот диалектизмы, чтобы передать, как он хочет сохранить вот эту первозданность. Удивительный мир, пишет Кураев. Здесь живы остатки первобытного коммунизма, здесь нравственные заповеди не декларация, а уклад, обычай. У нас служитель истины, философ, аскет, подвижник, явление исключительное, а у них служение друг другу и есть та истина, которую они исповедуют не в храме, а в быту. Служение этой высокой истине, их образ жизни – 2000 лет, продолжает Кураев, мы проповедуем гуманность и братство. Они уже сотни лет живут по законам гуманности и братства. Где еще живет народ, никогда не воевавший, не знавший ни рабства, ни власти князей, феодалов, богачей? Вот живые черты того мира, по правилам которого только и следует жить. Нет у них и страха перед своими богами. Их боги добрые и мудрые и не требуют унижения, принижения, бесконечных покаяний, раб недостойный, в грехах погрязший, помилуй мя, что не молитва, пишет Кураев, то прошение о помиловании. А что касается образования, так ведь и первые апостолы были люди не книжные и малограмотные. Один Павел был знаком с раввинской наукой, а Петр, а Иоанн, вот и самые, как первохристиане, вроде бы бессильные, вроде беспомощные, неодолимы в своей правде жизни, пишет Кураев. Я вам прочел большой этюд, чтобы вы поняли его позицию. В этом искреннем монологе, комментирую я, две точки вызывают к утрачиваемому равновесию. Во-первых, как отнестись к тому, что 1000 лет христианской веры есть не что иное, как непрерывное покаяние, унижающее человеческое достоинство. И, во-вторых, как нам в будущем избежать той порчи, которую несет людям образование. Гул плавильного котла в ушах полуоглохшего человечества, эхо плавильного котла в униженной памяти, жар плавильного котла в горячечном сознании будущего. Не сгорим? Этим вопросом, опять-таки, на который у меня нет ответа, а я вам читаю те этюды, в которых я пишу о том, на что я не могу ответить. Вот этим вопросом я заключаю этот эпизод. Ну и если вы еще не совсем устали, разрешите мне в завершение прочесть вам этюд, который, я надеюсь, немножечко умиротворит наши с вами души. Этот мой этюд называется «Радость и нежность». 700 лет со дня рождения. Вполне достойная дата, чтобы выяснить, какой характер был у юбиляра. Тем более, что суждений накоплены горы о великом старце, игумене русской земли, прижизненная и посмертная слава которого была выше его официального статуса. Обо всем этом можно прочесть в обильных нынешних исследованиях, не пропустив романа Дмитрия Балашова «Симеон Гордый». Можно в повести Бориса Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский», изданного в 25 году в Париже. Можно же, добыв в книгохранилищах «Житие Сергия»,
составленная после его кончины Епифанием и отмеченная такой проникновенностью, что автор был вписан в народную память под именем Епифания Премудрого, а иные ценители даже сочли его первым профессиональным русским писателем. Тем не менее, при всей этой лучезарности облик Сергия сохраняет некоторую загадочность, и очередные биографы задают все тот же вопрос: кто же он был, перечисляя возможные варианты. Варианты малосовместимые. Отшельник, в унисон московским старцам, вынашивавший православную патриотическую идеологию Руси. И он же деятель церкви, участвовавший в ее практической борьбе за влияние, хотя всю жизнь оставался простым игуменом, да и на это едва согласился, и куда больше склонен был к монашеской отрешенности, чем к архиерейской ответственной власти. Где пребывал душой? В антониевском отшельничестве или в феодосийском общежительстве? Оба термина общеприняты в церковном обиходе. Антониевское отшельничество и феодосийское общежительство. Я отвечаю, где он был? И там, и тут, в зависимости от ситуации, менявшейся драматично и непредсказуемо. Время ему выпало беспощадное до кровожадности и непредсказуемое по интрижности, смена эпох, перехват властей, Русь в равновесии с Ордой. Смертельных схваток хватало и в уходящей эпохе от Каялы до Куликова поля, и от Дюденевой рати до рати на Веже. В памяти истории остаются именно такие кровоточащие вехи, но надо же понять, как шла жизнь повседневная и привычная между смертельными точками, как осуществлялась правда вдали от истины, добавлю я. А жизнь повседневная шла. Ордынская власть не только не вмешивалась в дела Русской Православной Церкви, но и духовным состоянием подвластных племен не была особо озабочена. И что важно, эта терпимость шла от Чингис-хана. Терпимость к верованиям и обычаям племен и народов, оказавшихся под общей властью. Когда перемена власти в верхах осуществилась, русское многонациональное государство унаследовало эту ордынскую традицию, и мы это наследие имеем сейчас, к счастью. Но пока шла драма передела, ситуация менялась безжалостно и кроваво. И созрела ситуация не потому, что князья и ханы не захотели поделить ресурсы, дань, и какая-нибудь ханша Тайдула стала ловчить с ярлыками, а потому что в толще русских накапливалась жизненная энергия, которая должна была найти выход, а в толще татар энергия единоправия фатально иссякала. Орда развалилась не потому, что русские восстали, она иссякла от своей собственной заметни, и не очень нужен был финальный ярлык Менгу-Тимура, чтобы Орду закрыть. Формальное закрытие произошло при равенстве сил через 100 лет после Куликовской битвы. Постояли на Угре, постреляли через реку и разошлись. Кончилась формальная власть Орды на этом евразийском пространстве. А эти последние 100 лет, я думаю, почему, когда после Куликова поля Тохтамыш взял Москву и в наказание сжег, ему это как-то простили. Да потому что он формально все еще был главой общего государства. Но когда невесть откуда взявшийся темник Мамай полез пробовать силы, ему не простили и врезали. И осталась Куликовская битва знаком великого самоутверждения Руси. Епифаний в финале «Жития» пишет о Сергии. «Отцам отец и учителям учитель, пастырям пастырь, игуменом наставник, мнихом начальник, сущий вождь». Слово «мнихи» вам понятно, я надеюсь, историки, монахи. А слово «вождь» всем понятно. Вождь. Это слово «вождь», словно бы из какой-то другой драмы. Вождь появляется негаданно. Вчера был ефрейтор какой-нибудь, или ссыльнопоселенец, или недоучившийся юрист, кто угодно, на кого падет молниеносный перст истории и удержит во главе масс вождем в
впоследствии обожествленным или проклятым, это уж как судьба ляжет, но принявшим молниеносный удар истории. Вот и почувствовал этот удар и игумен-отшельник Сергий, и благословил князь Дмитрия на рать. Отдал 2 воинов, Ослябию и Пересвета, вооружил духом на поединок с Челубеем и вписал свое имя в воинскую летопись Руси. И это тот самый мальчик Варфоломей, который просил случайно встреченного старца помочь в одолении грамоты, а потом ушел в Радонежский бор к медведям и лисам и основал обитель, выстроил деревянную церковку и стал жить, отказываясь принимать подаяние и кормясь только своим трудом. Еще 12 лет он прожил после Куликовской битвы тихо и праведно, и причислен был к лику святых, кажется, сразу после упокоения, так и не сочтя себя героем. Героем его сочли потомки. Вплоть до сего дня пишут о нем поэты, как о герое, одолевшем поганых врагов и вознесшем молитву за державу, покаравшую тех, кто не был зван. Я не могу разделить сегодня такого отношения к татарам, но отдаю должное искренности поэтов, чьи сердца звучат в унисон тогдашним колоколам. Мне преподобный Сергий ближе в другом поэтическом преломлении, например, в сонете Владимира Соловьева. Весь день из рук не выпускав пилы, вдали соблазнов суетного мира, простой чернец без церкви и без клира, молюсь в лесу среди туманной мглы. Заря зажгла сосновые стволы, запахло земляникой, стало сыро. Звучи, звучи, вечерняя стихира, под тихое жужжание пчелы. Ветха филонь, чуть тлеет ладан скудный, вдали сияют ризы изумрудные луга в благоухающих цветах. Мой храм наполнен медом и смолою, пречистая, склонившись к аналою, к тебе взывает юноша, монах. Автор сонета – внук и полный тезка великого русского историка Владимира Соловьева. И он тоже сам историк и поэт. Меня несколько смущает последняя строчка. Уж извините меня, что я чуть-чуть как литературный критик отнесусь. К тебе взывает юноша, монах. Эта строчка отдает католическим привкусам. В отличие от великого деда, внук исповедовал католичество, за что и был в 1931 году репрессирован советской властью. Но сам сонет поразительно передает неослабевающее присутствие Сергия в русской жизни, ощущение природной чистоты, далекой от лжи и злобы, тихая и непоколебимая вера, радость и нежность, укрытая в родной чащобе. Но полотна Нестерова вы, конечно, видели. Полотна Нестерова, отрок Варфоломей. И вот вам моя попытка пережить сейчас образ Сергия Радонежского. И это вот то, чем я сейчас занимаюсь. И это то, чем я хотел с вами поделиться. То ощущение реальности, которое сейчас переживает непредсказуемый перелом. Куда непонятно, что будет с людьми непонятно. Человека нельзя улучшить. Вы это слышите? Человека нельзя улучшить. Да как же? А ветхий Адам ведь должен был смениться новым Адамом. Разве нет? Ну да, хотелось очень, чтобы он сменился новым Адамом. Очень хотелось. И мы уверены были во всех вариантах социализма, что человек изменится, ну, как мы считали, к лучшему. Мы верили в это изменение. И вот за 80 лет моей жизни, величайшей моей горечи, я чувствую, что нет, человека не улучшить. Как была в нем звериная природа борьбы за существование, так она в нем и дремлет, и время от времени вспыхивает вот такими жуткими, непредсказуемыми, страшными совершенно эпизодами, какие мы сейчас наблюдаем по всему земному шару, не только под Киевом или под Славянском. И точно так же внутри человеческой природы таится и живет, и ждет противодействие этому звериному началу, на что и уповал Кураев, когда он расхваливал лопарей
что вот, мол, только в них осуществится, наконец, этот самый коммунизм. Да не осуществится он. А как осуществится, зависит от людей, от нас. От нас с вами зависит, что мы сможем противопоставить в человеческом существе тому звериному началу, которое там есть, которое никуда не денется и не делось за весь XIX век. Нам предстоит это же самое человечество и этот же самый человек. А как замечательно сказал один современный писатель Фазиль Искандар, которым я и закончу мое выступление, он как-то сказал с трибуны, между прочим, замечательный писатель Фазиль Искандар, между прочим, то ли турок, то ли абхаз, ставший замечательным русским писателем. Он сказал: человека нельзя улучшить, но его можно на время умиротворить. Ну вот, это то, с чем я к вам пришел и что я вам хотел рассказать.